Бля, бандера, о чем ударим, бля. Пристройкой занимайся, когда киха так собой выйти, бля. Киха не juga саги вот траву, а вот таки. Киха, ну, вот как это, бля. Давай, ты, бля. Ну, будет, гер. Я не накопасен, да. Вот то ее, Ваня, взял. Аккуратно. Аю. Голова. Давай, заходи. Вытянула, да? Ага. Он прям увидел, ко мне приплыл. На мою приманку. Что такое? Уменьшилось только что ли? Ловим в палатке мы. Ага, Вот сейчас есть. посмотрите, сейчас какая рыба будет. Посмотрим. Вместе. В лодку не лезет. Друга. Вчера нагулял с собой. Смотрите, оха. Видите? Палатки. Красивая рыба, а? Он сколько съел за ночь. Ну, За ночь. Пузатый стал. Пузатый. Наконец-то поймали мы его. Вчера он, друзья, здесь весь вечер кружился. Мурыжил, да, вот такой ленок с утра. В общем, утро начинается отлично у нас. Взяли мы все-таки его. Все-таки, вот такие. Да, причем было прикормлено, закормлена та лунка одна. И ленок, вообще не обращая никакого внимания на наши приманки, мормышки, блесна. В общем, резину пробовали, все пробовали, ничего не работало. И вот сейчас удалось его взять на мормышку и на резинку. Вот такая вот мормышка с такой вот резинкой. Вот. Незатейливая. Но, как видите, сработало. И сегодня, кстати, их стало больше, заметил. Здесь добавились еще сиги. Тем самым мы выходим первую в отрыв. В отрыв сегодня утром мы выходим. Хорошая рыба. Так, друзья, сейчас вот поставил камеру подводную, опустил, и подошла огромная щука. Она, собственно, пытается съесть мою камеру. Поэтому сейчас мы с ней разберемся быстренько. Потому что иначе она съест мою камеру. Опа! Какая агрессия, а! Пытается все равно камеру взять. Хотя я и опустил блесну. Но я так понимаю, что ей до фонаря. На мою блесну. Вот. Сейчас заснимем поклевку, если будет. Вот. Блесна же ведь привлекательнее, чем камера. Согласитесь? О, подошли горбатые. О, идет, щука идет, щука. Не спеша так. Ух ты, как их много-то, а. Ну-ка. Че это она всех шугает-то? Всех окуней перешугала и уплыла. Вот какая зараза-то, а? Щука. Паразитка.
Но один окунь не сдается, последний. Ну давай, давай, давай. Бери. Всех перешугала и не берет. Так. Идут щуки. Щуки идут. Так, почему-то на блесну не хочет клевать. Не хочет на блесну совсем. Кажется, хочет что-то помельче. Так, но если мы ему помельче кинем, он стопудово он ее либо порвет своими зубами, или может взять. Вот опустил мормышку сейчас. Проверим. Так-то подошла щука. Плавает тут. Я вот изготовил две лунки, чтобы была у нас лунка под блесну отдельно и под мормышку отдельно была. Поэтому блесну сейчас тоже опустим. Щука довольно немаленьких размеров. Проплывает. Довольно неплохая щука. Где-то у меня была блесна специально под щук заточенная. Блин, флайпайк куда делся? Сейчас я, друзья, для щуки опущу щуку, потому что... Ой, так, выключим. Запись идет, оказывается. По моим соображениям, щука должна брать щуку. Поэтому вот такую щучку ей подкинем сейчас. Смотрим, что от этого изменится в поведении наших щук. Вот изумистская такая вот есть приманка, называется флайпайк, летающая щука. Посмотрите, как она играет, во-первых.
Вот такие планирующие движения, как планер. Щука очень хорошая, друзья. Судя по размерам, как она проплывает. Довольно хорошая трофейная щука. Такую не грех поймать. Такую щуку поймать одно удовольствие. Так, выключаю. Красавчик подошел. Сейчас мы его вытащим. О, есть такое дело. Горбачик. Что-то щука всех распугивает-то, Всех рыб распугивает, не дает. Сейчас мы этого окуня и засадим. Пускай глотает. Подкинем ей окуня сейчас. О, ага. Мой живец, жерлица моя. Давай, ловись. Вот. Сейчас щука ее схватит. Будет, думаю, весело. Он не сможет убежать от нее. Как бы ни старался. Вот эта картинка. Ух ты, ух ты. Щука-то не маленькая, друзья. Ах, сплюнула. Хорошо не заглотила. Вот не дал ей заглотить, к сожалению. Прям сплюнула. Живца моего. Но он живой. Он еще живой, как бы все. Плавает. Ждет вторую щуку. Второе нападение щуки. Ничего себе. Вот этот кадр. Сейчас, если щука подойдет, я включу. Пока выключаю. В общем, довольно интересно наблюдать за всем этим процессом. Вот. Щука довольно хорошо потрепала нашего окуня. Давайте вытащим, посмотрим. Ну, вроде нормальный. Схватила, кажется. Ой, ё-моё! Ушла щука. Леска-то слабая, слабенькая. Совсем оказалось. Ёлки-палки! Как так? Так. О!
Друзья, сходил, поставил жерлицу. Теперь ее можно наблюдать в камеру за поведением рыбы. Хотя она стоит от меня в 4 метрах, то все равно прекрасно все видно. Как ведет себя рыба, окунь. Вот. И думаю, если подойдет хороший экземпляр какой-нибудь щуки, то мы непременно увидим поклевку. Вот, посмотрите, улов щуколова, Антона Щуколова. Вон он сидит. На то он и щуколов. Даже он окуни есть. Так, сегодня на ужин жареный окунь. Посмотрите, новый способ от Антона. Разделка окуня на филе, да? Антон. Иголки осторожно, когда будете делать филешки окуневые. Вот, посмотрите, как он быстро расправляется с ними. Вот и все, готовое филе. Нахер. Обычно халаш. Пошла жара, как сказал Антон. Жара пошла, да, Антон? Пошла жара. Свежие окуни. Когда пойманы были эти окуня? Расскажи маленько. Сегодня с утра, Кто их поймал? ранним утром. Какой профессионал их поймал? Я. 4 штуки. А сколько щук поймал, а? Расскажи-ка сегодня. 4 штуки. 4 окуня, 4 щуки. А кто сегодня самую большую щуку поймал? Расскажи-ка, пожалуйста. Я. Да ладно. Это на удочку я, на жерлицу. Да, друзья, я на жерлицу поймал щуку сегодня. Твой больше? Кстати, я не успел заснять этот момент. Так, ну вот моя лежит щука. Да ну, какие 300? Ты чё тут? Тут явно больше на кило. Конечно. Бо, матарухан хурдунахан такой бу. Хай будет меня. Да, это Антона меньше. Маленький это Антона. Маленький. Сколько это? А совсем маленький. 4 будет. Вот этот здоровый это я поймал. Это 6. Это профессионалы только Это так 6. ловят. Это на жерлицу. Ну на жерлицу, да, не спорю. Вот и все. Стол готов. Вот у нас вот такой вот стол сегодня. Получается там жареный окунь, да, Антон? Жареный окунь. Жареный икра. Чемпиона. Но сегодня Антон стал чемпионом. Честь чемпиона. А кто? Нет. А кто? Вообще-то по количеству пойманной рыбы ты же у нас чемпион. Ага. Да. Ну, Безусловно. так что Да. в честь тебя это. Антон хочет еще праздничать. Итак, дорогие друзья, все ушли. Одни мы, как всегда, последние просыпаемся. Вот. Сейчас мы будем
Прям в палатке пробовать. Мужики что-то не особо в палатке, рыбаки не любят рыбачить. Ну, нас это особо не останавливает. Мы, как сказать, так сказать, наоборот, любители посидеть в палаточке, в тепле. Поэтому я сейчас с утра прямо опускаю камеру. И проверяю первым делом, что у нас ловится, будет ловиться в палатке внутри. Размеры хорошие. Давай, 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 бери, 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 бери. Ну, давай, подходи. Иди сюда, иди сюда. Давай, давай, давай. Подходи, подходи ближе, посмотрим на тебя, хоть красавица. В общем, просидел тут некоторое количество времени, ничего не поймал. Сейчас вот решил вот так вот углубляться в ту сторону. Камера подводная, батарея села. Сегодня довольно ветрено. Дмитрий еще вон сидит. Вон там он. Говорит, пока ничего не ловится. Ну, ребята, как всегда, вон там сидят. Я тоже смотрю, у них тоже, видать, по всей видимости, ничего не ловится, потому что они то туда переезжают, то сюда переезжают. Вот. А я в камеру углядел то, что дно практически везде одинаково идет, и решил потихоньку двигаться вот к той каменной отмели, косе к этой. Вот. Буду рыбачить слепую. Ну, сейчас вот для наживочки взял вот такого вот кишки, пошел взял окуневые с палатки. Сейчас насадим и попробуем. И на мормышки тоже надо посадить. Вот. Думаю, на такую, наверное, тоже посадить. Вот. Ну, все прилипает уже, все замерзло. Замерзла кишка наша. Вот так вот. Раз. И сюда. Друзья, пришло время сказать свое мнение про костюм, который я ношу. Как вы знаете, я давно уже пользуюсь костюмами, одеваю, ношу костюмы фирм ХСН, российская фирма, чебоксарская. И могу с уверенностью сказать, что мои испытания как бы в зимнее время она прошла. То есть вы видели, что я ездил и в минус 54 в этом костюме на снегоходе на переднем сидении. В большие морозы сидеть в костюме, рыбачить в принципе комфортно. То есть не нужно поверх еще сверху что-то одевать, придумывать. Вот. Для ходьбы в принципе костюм тоже подходит, но это все-таки больше рыболовный костюм, в котором нужно сидеть, и большая часть человек проводит в неподвижном состоянии. Вот. Все ссылки на костюм в описании под роликом. Также у меня есть осенняя, весенняя коллекция различных костюмов от этой фирмы. Вот. И я давно уже ношу эту одежду. Ну и рекомендую рыбакам, как говорится, охотникам. Стоять! Друзья, классно! Фух, ничего себе, чуть-чуть не упустил. Взял и чуть-чуть не упустил. Фух. Погоди, погоди.
Погоди. Вот, наконец-то, друзья, улыбнулась мне удача. Взял я все-таки. Значит, в правильном направлении движусь. Отлично. Ой, какая хорошая рыба. О. Ну вот и все. Сейчас пойдем засолим. И на этом, собственно, сик у нас будет готовый. Дмитрич идет. Ребята вон там сидят, что-то ходят, делают. Опа, 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 опа. Ой, 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 ой. Главное не оторвать бы сейчас леску. Леска тонюсенькая, друзья. Потихоньку заводим. Ой, 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 ой. Ой, 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 как опасно, а. Вообще тонюсенькая леска. Я даже не знаю, кто это. Там мормышка тоненькая, тоненькая. Леночек, друзья. Посмотрите, вот на такую тоненькую мормышечку взял. Ай да я. Ай да я. Отлично. Просто шикарно, друзья. Небольшой, но уже что-то есть с утра. Вот такой вот красавчик, друзья, взял. Вот. Посмотрите, красота какая. Вот такая красивая рыба. Вот посмотрите, через 30 минут после поимки практически сразу оббурили. Вот, поэтому оббуривание, друзья, это присуще всем рыбакам. У нас даже в Якутии. Вот, Яныч с Антоном приехали оттуда. Как вы знаете, они вон там были утром. Поймали одного ленка там за весь день, за полдня. И сейчас приехали сюда. Вот Яныч, Дмитрич даже подтянулся сюда, ближе. Вот так вот.
поэтому потихоньку нападает. Сейчас, если вот здесь возьму еще одного линка, то они вообще будут вот здесь вот сидеть. Тут, тут и тут. Так что так вот. Продолжаем рыбалку. Итак, с обеда выехали на поиски новых мест. Наш табор остался далеко позади. Наверное, парочка километров. Приехали вот такой коренной берег. Посмотрите, лед уже тает. Кстати, я стою на снегу. Все тает. Вот. Слезы моей Ямахи. То, что нету снега. Снег весь выдул за эти дни. Смотрите, какой твердый. Запрессовало, елки. Ехать очень плохо без снега, без смачивания, без смазки склиз. Вот. Не есть хорошо. Ребят по очереди копают. Снег очень глубокий. Сейчас мы проверим, есть тут вода или нет. Так, все, пробили. Идем проверять. Так. Опа. Вода чистая идет. Черпак даже не нужен, говорят. Мы по колено провалились. Устадер, да? Первого вытаскиваем. Первого линка вытаскиваем. Вот вся длина. А? Вот и вся глубина. Еще и зацеп какой-то на дне. Да, о, нормально. Метр вон. О, муж террас пахати. Це террас это. У тебя 50 на 50, да? У метра, да? Ну вот что, все глубина того. Бурга мериден көрінен это олықта. Вон метр. Боже, көрді. Sonra sen çakın. Ne kadar büyüdü. Gelmeyecek. Ол дегенше рас болды. Да, видно балык тупатты. Мана зачем кинерский? Балык ух кириге. Пахал раруда. Bu kadar oldu ki var o. Ha, güzeller. Kötü var. Ага. Zresztą to balık yiyor. Не, это рыба. Ты чё? Это balık gibi mi? Я хочу Ба? знать, что за рыба. Balık бар ya. Büyük gidiyor. Büyük gidiyor. Пошла жара. Антон, тихо. Вот это контент. Тихо. Вот это контент, ребята. Жаркий контент. Пошла жара. Пошла жара. Повністю вітер балка. Ще раз там вітер. Чемпион. Вот это рыба. Вот это да. Вот это красотуля. Туля. Друзья, вот посмотрите, мы искали эту рыбу и нашли. Нашли мы ровно в 2 километрах от места рыбалки. Все это время мы не там рыбачили, получается. И то вот то, что мы сейчас нашли, это не гарантия того, что Здесь здесь может быть рыба. Возможно, это единственный ленок, который был поблизости. Вот, поэтому ура! Ну, адреналин есть для Да, бурения. конечно, будем сейчас бурить. Искать здесь.
Итак, друзья, вы только что стали свидетелями того, что небольшой торос и вот такие вот ножи, они сразу тут же подзатупились. Вот я их даже пытался маленько подправить бруском, но все безрезультатно. Все равно они как не бурили, так уже и не будут бурить. И поэтому ребята разработали вот такой вот нож. Посмотрите, это для ручного бура, левого вращения. Вот так вот он поставляется. Вот видите, вот упаковку от обычных ножей. Но в принципе это и есть обычные прямые ножи, но они вот такие вот имеют вот такую зазубренную форму. Это ножи разработаны специально для грязного льда, имеют специальный угол заточки. И также с ножами идет вот такие проставочки. Проставочки нужны, если ножи сильно вгрызаются, если слишком большой угол атаки, то вы можете сделать проставки и тем самым улегчить себе бурение. Друзья, вот такие ножи я использую уже давно. Кто в городе Якутске, те все знают, что такие ножи есть в Палладиуме, в торговом павильоне Самура у Славы. Вот. И, собственно, я их использую уже не первый год. Рекомендую я их, потому что ножи проверены очень. На сезон, в общем, мне таких вот ножей вот хватает для грязного льда. Вот. Я сейчас брал просто вот такие различные новинки. Это вот легкий лед и так далее. В общем, конечно, бурить все это хорошо, но когда грязный лед, лучше, конечно, бурить вот такими ножами. Сейчас я их поставлю. Ножи, друзья, кто не из города Якутска, можете заказать на сайте клёваярыбалка.рф. Есть бутик «Доработанные ножи» называется. Вот. И если там делаете заказ, там есть для нера, для тонаров. Так, что такое? Антон зацепил что-то. Так, вот. У кого, смотря кого какой бур. Ну и диаметры буров тоже есть различные. Поэтому, друзья, переходите, заказывайте, рекомендую. Клёвая рыбалка рекомендует. Что, всю вымотала, да? И ушла, говорит. Что-то есть? Нету. Не проглотил же редиска? Нет, есть. О, дергается. Не, жди. О, тащит, обратно тащит. Хорошая рыбка. А вдруг это таймень? Не похоже. Это щука. Это щука большая. Походу большая. Сегодня хоть одну, говорит, поймаю. А то ничего и не пойму. Ох, хорошая щука. С пиявками зато. Лечебная. На животе вон. Только начинает движение, говорит Яныч. Вечером. Вечером сегодня. Открывай редиска. Плюй, говорил. Кому говорят плюй? Плюнь каку. Сплюнь каку. Это не для тебя. О. А ты был камин.
Хоть одну рыбку сегодня поймал. Прямо. Тут отсюда. Хоть одну, говорит, сегодня поймал рыбку. Ну, поздравим Дмитрича с почином сегодняшнего дня. А наша жерлица на гигантскую щуку стоит. Баба. Так что Пока так вот. еще не ловит. Да, пока еще не вечер. Она дринбая это, ди? Владик. О, нормально. Маған Сергей хатыр бүтінде. Ой, бандар бухали. Сейчас мы поедем. Ребята поехали рыбачить с утра. Несколько часов осталось на рыбалку. Последние часы, так скажем. Давайте посмотрим, что я тут сделал. Ну, практически все вещи вынес. Все сложил. Осталось там рыбу только доложить. Ну, извините за беспорядок. Как говорится, органика. Весь мусор, который сжигается, я все сжег в печи. Вот. Здесь у нас вот чай только остался. Удочка там Дмитрича, чтоб, как говорится, это. Вот. Все подготовлено. Сейчас ребята приедем с ребятами. Порыбачим, приедем. Я соберем мы палатку. Полы соберем и двинемся. Все. Сейчас я одеваюсь и еду к ним. Заодно разведаем, что да как, чего поймали, чего не поймали. Когда буду отъезжать, обнулю спидометр. Так, дорогие друзья, здесь происходит мастер-класс от Щуколова, от Антона. Разделка линка. Так, ну в общем мы посидели, порыбачили. Ничего не поймали, вообще ничего. Вот. Ну ребята хоть поймали, давайте хоть порадуемся за них. За Дмитрича, за Антона. Сегодня у ихний день, их день. Вот. Рыбу сразу спрятал в пакет. Молодец, Дмитрич, так надо. Ну и здесь, конечно же, рассказывай, Антон, что как. Молча-то так. С грустинкой такой. Разделали рыбу. На что? Красивую рыбу. На что разделали? Будем солить. На засолку, значит. На засолку. Как солить будем? Этим ножом. Солью. Это как обычно. Как обычно? Ну как? Некоторые-то не знают, как солить. Обычные. Вот сейчас Антон покажет, как надо солить. Вот это что делаешь? Разрезаю Вдоль позвоночника, да? Я так думаю. соль. Хорошенько впиталось Так. мясо. Вот. А будем где? А там зачем? А там зачем режешь?
Хорошее мясо. Вот тут тоже можно. Так вот. Так красиво сделали. О. И как красиво Сейчас разделано. полоснем. Все. И такая же вкусная. Да, можно. Ну вот, друзья, на этом мы заканчиваем сегодняшний сюжет. Спасибо всем, кто смотрел. Пишите ваши комментарии, делитесь с друзьями. Спасибо Андрею Плейко из Калининграда за то, что помог в организации такой отличной рыбалки. Спасибо всем подписчикам, кто был на стриме, кто донатил и помогал на горючку. Спасибо всем, кто смотрел этот сюжет. Ставьте, пожалуйста, лайк, делитесь с друзьями. Всем хорошего настроения, здоровья, не болейте. Ждите новых Андрею сюжетов. благодарность. Скоро будет интересно. Личная благодарность. Здесь хочет что-то сказать, Антон. Что хочешь сказать? Андрею благодарность объявляю. Андрею благодарность, да? С Калининграда. Вот, да, правильно. Андрея из Калининграда мы приглашаем на рыбалку в Якутию. Пока.